Седьмая школа в Псидахе встретила своих воспитанников после летних каникул. В 2022 году там провели капитальный ремонт. На праздничной линейке побывали почетные гости. На месте находится наша съемочная группа. Хава Гагиева расскажет об атмосфере праздника. Я сейчас нахожусь в Псидахской 7-й школе. Здесь уже прошла линейка, было очень много улыбок, радости и уже начинают готовиться к этому учебному году. В этой школе прошел в 2022 году ремонт, обновили многие кабинеты, заменена кровля, фасадные, внутренние работы уже проведены. Сейчас все радуются обновленным условиям, здесь будет приятно учиться, подтверждают это и дети, и школьники. Вот как раз сейчас рядом со мной находится учитель химии. Расскажите, пожалуйста, как вам новая школа, что нравится? Нам очень нравится наша школа. Сделали нам ремонт. В кабинетах уютно, просторно, новая мебель у нас. Предоставили оборудование «Точка роста». Используем уроки с оборудованием «Точки роста». Отопление, пол, стены, потолки. Очень нам нравится. Спасибо за эти удобства. Это в первую очередь для школьников. Да, это школьников, чтобы детям было интересно учиться, чтобы развивать интерес у детей. А какие раньше условия были в школе? Мешало ли это учебному процессу? Конечно, очень мешало. Мебель была старая, стулья, столы скрипели, дети отвлекались, с отоплением бывали проблемы. Но сейчас это все позади, альхамдулиллах, мы очень рады. Вот на этот момент сколько у вас всего школьников, учащихся? У меня в классе 22 учащихся. Они очень рады, с удовольствием приходят в школу. На линейке присутствовали почетные гости, среди которых также был Махмуд Али Калиматов, глава региона. Он пожелал всем школьникам приятных, продуктивных школьных будней, а также успешных экзаменов, ведь год пролетит незаметно, а значит, нужно трудиться уже сейчас. Дорогие первоклассники, вы составляете то начало и основу нашей республики, в целом государства, нашу республику и нашу Россию. Я вас поздравляю с Днем Знаний. Я в первую очередь хочу поблагодарить родителей, мам, пап. И вы должны это понимать, что они трудились и трудятся, чтобы вас одеть, обуть, приобрести вам все принадлежности для школы, для школьного занятия. Поэтому в целом, если говорить, вы должны в первую очередь быть благодарны из дому, откуда вы выходите. Никогда не забывать, что родителям нелегко. Они денно и ночно, они стараются обеспечить вас всем необходимым. Ну и в последующем, особенно первоклассников хочу поздравить. У нас сегодня первый класс идут по республике около 9000 детей. Только в первый класс. Задумайтесь только, 9000 почти. Понимаете? Это особая благодарность, что детвора сегодня пришла. Это вам, первоклашкам, потому что вы только начинаете путь. Остальные, понятно, идут по протоптанной уже дороге. Мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям. Пусть у всех школьников все будет хорошо, пусть школа обновляется и учиться будет только в радость.